Еще раз, благодаря президенту сегодня аэропорт открылся, никто не хотел этот аэропорт. Ничего, а? Не, ну еще раз, восточную часть развить хотим, страна вся это хочет. Я что хочу сказать, я с моей стороны, да, это предательством считаю, лично за себя говорю, никогда в жизни я не проголосую за жилье, чтобы жилье продавать никакому гражданину и нашей страны. Это запрещено. Для меня это табу. Это коммерческая недвижимость. Кто будет покупать, скажите? Будут покупать разные люди. Гражданин Российской Федерации может купить. Грузины не могут купить. Грузины, они сегодня могут купить. Давай вопрос, ответ, давайте будем говорить. Только не все вместе, по одному. Я вот вопрос задал, кто будет конкретно покупать? Как? Кто конкретно будет покупать? Нет, не может. А сегодня может или так? Если он гражданин России, почему не может? Подождите, пусть организуется, так мы не сможем поговорить. Давайте по одному поговорим. Вот вы мне задаете вопрос. Один вопрос. Гражданин Российской Федерации может приехать и купить эту квартиру. Ну, я не считаю. Не может. Не может грузин купить, потому что грузин, если захочет сегодня юридические фирмы ради бога. Вы на что рассчитываете? На какого покупателя? Гражданин Российской Федерации с грузинской фамилией, поменявший фамилию в Абхазию, заехать не может. Вы же это знаете? Не может быть. Пусть Анса так и сидит, мы не дойдем до вопроса. Давайте вопросы ответим. Это когда отпадает. Я вам почему вы через призму смотрите? Один вопрос хочу задать. Кто будет покупать? Покупатель будет гражданин Российской Федерации, гражданин Абхазии. Да, для них и делается это, чтобы они приезжали, отдыхали, запускали механизм, чтобы люди работали. Это как отель, это коммерческая недвижимость. Он там жить годами не сможет. Наше законодательство ему не позволит. У нас есть бумага, ручка, Абхазия. Знаете, как сделаем? Сделаем, что 2 месяца, месяц, что он находится. Остальное время он не может находиться. Наше государство будет регулировать. Если мы страна не хотим, да, это мы сейчас меня никто не заставляет, это закон, меня никто под пистолетом не держит, ни господин Джаня, ни Анфа, никто меня не заставит сегодня это сделать. Сарасваны, список, порчала, вас Давайте послушаем, ребята. Послушаем, друзья. Провокация! Кого? Ему кто-то что-то крикнул? Улица стояла. Нет, он сейчас, вот сейчас мужчина, который вышел, это он дрался. Который резко сейчас вышел, я не слышала, может, он... Вы откуда? Вы откуда взяли? Вы откуда взяли? Вы провоцируете. Извините.
Залезли через окно и пришли. А вот через окно. Залезли в вашу окно. Они вообще хамили. Он залез, сотрудник силовых структур в гражданской одежде залез через окно в здание, где проходится, устроил драку, убежал и там еще на улице кипиш устроил. Нет, это была провокация со стороны силовых структур. Это была просто самая наглая, невероятно наглая, мерзкая провокация. Мы все сохраним, не волнуйтесь. И там драма. Вот это, который сейчас разговаривал. Я снимаю для этого. Потом выставлять, да? Я для наших жителей выставляю. Да, что? Да не репортаж, у тебя что-то говорит. Да, да. Мы местные, если что. Спасибо. Спасибо большое. Ребята, не волнуйтесь, я не одна стою. Мы две девочки. Надеюсь, бить, надеюсь, не будет. Это не СГБшник, а сядет. Показывай, какие это, сядет. Чего вы радуетесь? Мы прямой эфир делаем, почему мы радуемся? Все нормально? Он сюда зашел, он через окно сюда залез, кого-то толкнул, начал толкать, вышел и там еще кучу устроил. Кто это был? Не видел. Если мы в состоянии выслушать, не дай подтверждения. Чтобы я много места не занимала. Зачем прямой эфир делаете? Вот зачем? Для чего? Для чего это надо? Для чего это надо? Это в кругу нашего города. Не надо снимать. Не надо снимать. Не надо. Это на нашем Я снимаю сюда. Это проблема всей страны. Кого хотите радовать? Мы просвещаем людей. Ко мне подошли, не я к кому-то подошла. Можно?
это я ее показываю. Друзья, я вижу, у нас не получается диалог, поговорить. Мне очень жаль, что такая ситуация сложилась. Очень жаль, правда. Я все-таки рассчитывал на нашу культуру, на наше воспитание. И этого всего я не увидел тут. Юрий Львович, то, что произошло на улице, вам необходимо будет разобраться. Это для всех должно быть понятно. Конечно, наш сотрудник подрался с гражданином, с жителем Гаги. Поэтому, здесь я лично видел, подрались. Я не знаю конкретно, что это, на что это помещение. Это прямо напротив магазина, рядом с гостиницей Абхазия. Ни у кого нет задачи создать Если кто-то тут хочет провокацию подраться, я вам устрою, но не здесь. Успокойтесь. Всем, я ко всем обращаюсь. Давайте так. Гагаринский актив, да, который считает, что закон об апартаментах ничего общего не имеет с интересами государства и народа, имеет свою короткую резолюцию, ну, не резолюцию, наверное, правильно будет даже не требование, а убедительная просьба. Так назовем мы, наверное, будет корректно. Обращаясь к депутатам Народного собрания парламента Республики Казахстан. Мы давайте Не получится, Бабич, ты отвечаешь? Саша, как на улице женщина подходит, говорит, вы продажные суки, вот это нормально это? А? Вы как себе можете так позволить разговаривать? Вот только что это нормально? Вы это нормально? Вы втроем старшие? Я не буду снимать. Но только депутаты. Мы хотим вот здесь пообщаться, а вы мы все это хотели сказать, Чтоб я такое сказала, суки! Вы что, никогда не проводили никакое собрание? Бора, зачем вы позвали, если мы не можем свою позицию? Если вы все знаете, зачем нас? Ну я же ко всем обращаюсь. Освещение закончилось, депутаты парламента. Вот я обращаюсь ко всем депутатам, продолжу. Вот это слово скажу, может быть, Понятно, не то, что за. Можно нам свою позицию? Вы позвали, я часто. Дайте я слушаю свою делаем тишину, послушаем. Если кто-то есть, слушайте, здесь этот законопроект поступил в парламент, на комитете рассмотрели, там было часть депутатов из комитета поддержали этот законопроект. Есть в парламенте, кто поддерживает этот законопроект. Также есть в парламенте те, кто не поддерживает этот законопроект. Экономически здесь Алхаз Маликович говорил, что там 56 миллиардов будет проект этих 10 тысяч апартаментов там. Да. У меня к этому экономически, я просто вижу здесь ситуацию, я не буду сейчас все это развернуто говорить. К 56 миллиардам у меня свои вопросы, к налогам свои вопросы. Но это экономическая составляющая, это не самое главное для меня лично. Для меня лично есть другие моменты. Мы на бумаге все прописали, к моему великому сожалению, к моему стыду в первую очередь, не знаю, может у кого-то еще будет такой стыд. Мы сегодня, у нас все законы красиво прописаны на бумаге, но с реализацией у нас все хромает. Если кто-то не считает, что я не прав, пусть мне скажет, но по каждому закону мы пока в стране хромаем. Это не говорит о том, что сегодняшняя власть плохая, вчерашняя, завтрашняя. Это мы все плохие. Мы все пока плохие, мы не дошли до нормальной реализации написанных законов.
Я самый элементарный возьму. Мы запретили, наш созыв парламента, вот мои коллеги, запретили ввоз и продажу вейпов вот этих, чтобы дети не курили. Давайте выйдем вот сейчас вот в ближайшие магазины и посмотрим, продаются они или нет. Закон запрещает, но они продаются везде. Мы не можем это пока регулировать. Вот где проблема есть. На бумаге мы напишем, но регулировать мы не можем, понимаете? На бумаге все, что угодно можно написать, хорошо, правильно. Как это регулировать, пусть кто-то мне это подскажет. Я поэтому вижу здесь много проблем. Сегодня это может законопроект через 10 лет всем народам будем просить, надо такой законопроект воплотить в жизнь. Но сегодня, на мой взгляд, это рано, потому что у нас еще институты не работают. Мы сегодня с мигрантами не можем справиться. За 23 год мы вытворили только 12%. И поэтому у меня к этому законопроекту свое мнение, но у людей, которых другое мнение, говорит, так нельзя подходить. Тот продажный, тот предатель, это неправильно в корне. Если вот здесь женщина говорила, что вы продажные крысы, вы дома так обращаетесь со своими детьми. Не нужно нам такие вещи говорить. Это мои коллеги, это мои друзья. Может быть, у нас с ними разное мнение есть, но я знаю, что никто, и они за меня знают, что мы не продажные, и они не продажные, понимаете? Разность мнений, мы на цвет не похожи, мы на возраст, высоту, рост не похожи, внешне не похожи. У нас и восприятие может быть одной строки прочитанной по-разному воспринимается. Но почему должен быть от этого человек предатель или продажный? Не нужно так разговаривать, нужно уважительно относиться друг к другу, понимаете? Кто-то поддерживает этот законопроект, кто-то не поддерживает. Может быть, я не прав, может быть, кто поддерживает, не правы. Это жизнь покажет, понимаете? Но без оскорблений нужно обходиться. Я со своей стороны этот законопроект не могу поддержать. Я это говорил уже не раз. А того человека, кто поддерживает законопроект, что он предатель, я лично с этими людьми встану и приду к ним домой, кто это говорит, понимаете? Так не нужно разговаривать, нужно подбирать слова. И ни у кого, кто так говорит, у них больше, чем у кого-то душа за страну не болит. У всех одинаково она болит. Не нужно оскорблять, не нужно какие-то ярлыки вешать кому-то, понимаете? И не нужно. Хотите разобраться в ситуации, убедить кого-то, кто против. Может быть, наоборот, кто против, его убедить, что за. Или наоборот, кто за, его убедить, что против. Тогда нормально разговаривайте. Вопрос, ответ, чисто в дипломатической. Мы же все воспитаны, мы же не говорим, что мы папуасы какие-то. Мы же говорим, что мы люди. Давайте как люди будем общаться. Вот что я хотел сказать. Спасибо, кто послушал. Мы в состоянии продолжить наше собрание? Тогда, пожалуйста, короткий вопрос и короткий ответ. Кого есть вопросы? Кого есть вопросы к народным депутатам? Пожалуйста. Уже были вопросы. Давайте не будем стесняться. Только по Я хочу сказать. Обсервшимся, это старая обряжка, горпача, обряжка, не то, канача, и плутара диквал, и разнакала, и цбно, а мы юксти толкать ваши, а я старый поищите под кцо, кошпса, пшешпса, уже общила арышпа, азаров, ванза, араципа, территория Хацагафо, Убреев. Мус он где Эймек Эйчев. Убреевон حزم для депутат Шарома, Харахаума, Альбер, Зигипн, Хахаума, Ходсна, Арезара, Нагала Яхцбург. Экономический брат Алхас с учеников, с выпускников, видоиздающий дары, кто-то школа Тадельца, за Царабзилитвон, что могу характеризовать я сам. Да, но я больше знаю. Да. Спорить мы не начнем по этому вопросу.
Экономический расклад приходит. Хмеляр, аналоговое поступление, да? Хмеляр при отель Гранд Эрдулари Кабукуто. Акснеза масштабно конзагизара. Квадратный метр с химату 1000 рублей. Это тоже ничтожная сумма. 500 миллионов в год получается. Ну 500 миллионов, что построено? Один вид налога, Нет, один вид, как бы даже 10 миллиардов. 10 миллиардов пусть. Экономически может быть нецелесообразно. Ну я что хочу сказать. В любом случае вот эта встреча, она полезна. Она полезна. Вот здесь сидящие в большинстве своем, они против этого закона. Может через 5 лет, через 10 лет возникнет этот вопрос. Может быть мы созреем сегодня к этому вопросу. Вернуться и принимать решения. И более того, кто несет ответственность? Если результат будет плачевный, уголовная ответственность будет или моральная только точка зрения? Уголовного не будет нести. А если не получится, здесь он говорил, наши бумаги, все бы на бумагах прописано, а в итоге, в принципе, ничего не работает. Вы понимаете, вот такая Ответственность. ответственность, что будет нести? Конкретно ответственность. Если я не выполню, если у меня не получится, принимая такой закон, в пользу нашего народа, всех районов нашей республики, если результат не будет, кто будет нести ответственность? Кто будет, это кто примет, тот и будет отвечать. Нет, вы сегодня Что должно произойти, чтобы было известно, что может с нами произойти? Ну, например, давайте скажем, вот как бы я мыслю, понимаете, лично это так не прописывается в законе. Но вот уголовную ответственность надо нести, это за то, что не выполнено то обещание, тот закон, который вы... Что именно может быть? Давайте мы же осуждаем, общаемся, что может произойти. Если налоговое поступление не будет, наши семьи не будут получать квартиры, там, социальное обеспечение не будет выполнено. Кстати, касаемо вот этих людей, которые будут работать, сфера обслуживания, Тогда гостиницы можем не разрешать, могут налог не платить, так можно. Если здесь, Иван Расимович, то, что вы говорите, в этом законе оно прописано, и наше законодательство тоже гласит, что обладатель, собственник апартамента, он не имеет права получать вид на жительство и гражданство. Мы считаем, что если, допустим, этот закон будет, здесь в этом законе это прописано, что Яцкеша все равно они будут получать вид на жительство и гражданство. Об этом закон нельзя поменять. Просто что понять, об этом Скажи, пожалуйста, один гражданин может 5 апартаментов купить? Может на жену оформить, на сестру, вот они 4 квартиры будут сдавать другим людям, отдыхающим. Как вы это будете регулировать? Отдыхающий приехал, деньги за компанию, Как вы будете регулировать? Объясни, пожалуйста. А вы регулируете все остальные процессы. Вот как вы будете регулировать налоги? Управляющая компания, которая всегда будет отвечать. Нет, это же не счет, не конечный счет. Можно прорабатывать вот это выведать, завтра не принимать. Давайте Давай. Так, мы сейчас прервемся на секунду и вернемся. Можно вопрос? Что же делается для того, чтобы экономику поднять, правильно? Да? А почему нельзя там санаторий построить на дороге, денег нет? Это деятельность очень долго окупается. А это сегодня фамилии реальные люди. Мы сегодня сколько мы успели, давайте найдем любой объект найти. Вы понимаете?
красиво можно доставлять. Ничего никто не ответит. Молодец, все правду говорит. Это человек, который придет, где не сможет. Человек, который пришел там, за кого-то сам за себя, мы за себя говорим, мы что видим, слышим, кто есть с нами говорит. Меня обманывают, тогда аргументированно давайте пообщаемся. Если обманывают, меня еще раз говорю, никто не заставит за это голосовать. Я, может быть, сегодня передумаю, если будут такие какие-то аргументы, которые опасаются, я остановлюсь. Но сегодня, если мои коллеги Черси вышли, положили бумагу, она еще не доработана. Я хочу со своими соседями, со своими друзьями, со своими близкими, с вами, со всеми пообщаться, с народом, как за народом. Будет как мы сделаем. Почему вы так делаете, как будто я напротив вас стою, и кто-то смеется, кто-то другой говорит, вы хлопаете. Я хочу, чтобы вы одинаково со мной относились по одному, вы не обманываете вас. Кто знает, кто им Можно вопрос задать? Про их дети в школу. Я знаю людей, которые вчера призвались гражданского. Хотели разрешить людям квартиры. Да, он же тоже как депутат свое мнение тогда выразил. Потом что-то произошло, он передумал. 10% нет. И что хочу сказать, они предлагали квартиры продать жилье, кирпичку. Я в жизни на такое не пойду никогда, мне уйдет. Это то же самое. А что касается их детей? Если она Я сейчас не об этом говорю, я об этом говорю, вы не проконтролируете законы. Если вы сегодня, я согласен с вами, вы платите миллионеры, И на фоне меняется, я вам шляпку. возможно, всякой возможно. Урожайно возможно, а Если люди пожалуйста, никто вас не винит, просто вы тоже обманываете. Я хочу лично к вам обратиться. Мне их очень жалко, они только начали свою жизнь. И не надо им все это говорить, что это все правда. Давайте мы же хотим все это разобраться. Лично к вам я вопрос имею. Вы неоднократно были в Богдане. Я к вам обращалась, когда вы избирались. Помните мой разговор? Я не забыла. У меня с памятью пока все нормально. Вот я уже постарела. Я вижу, как наши дети мучаются. Здесь все такая же молодежь с нами стоит. Почему мы должны их так терроризировать? Почему мы должны говорить какие-то непредатели? Лично я в Алхасу звонила, мой золотой, знаю его родителей, знаю его маму. Все, они из Гудауты. А? Почему мы должны так издеваться над своими детьми? Давайте выносите бумаги. Народу покажите, давайте выйдем на стадион, чтобы нас все видели, что мы не говорим неправду. Наш народ, если вы сегодня скажете, этот проект будет нужен, будет, о каком кинотеатре вы говорите? Наши дети не знают, где кинотеатр. Где у нас? Мы что-то могли забрать? Все мое, мы захватили, мы никому ничего не отдаем. Да, какой-то переселитель. Он мой внук, я извиняюсь, тут и взрослые. Я вчера его повезла. У него было день рождения, показала, какая красота. Молодец, мы зовут Чпиля. У нас молодежь шикарная. Я не хочу ни одного здесь затронуть. Я помню, как ты себя повел. Ты умница, я тебя уважаю. Пора идти к Гербчику Сухову. Не надо никого затрагивать. И не надо к ним так поступать. Лучше вы им скажите правду. Я вас прошу, ответьте ваше личное мнение. Вот мне очень интересно. Давайте. Рома, вот оставь сюда, иди.
Я думаю, что хотел бы сказать, уважаемые граждане, здесь действительно вопрос, который сейчас обсуждается, я хотел с другого начать. Вы знаете, я уже встретился в парламенте, и в то время непосредственно находился там, где надо было. Сегодня я не хотел, потому что в адрес меня, как говорят, продажные, не хочу говорить, да? Погромче, мне не надо говорить, что я делал, и как я делал, и когда надо было. Это первое. Второе. Действительно, вы знаете, вот перед победой, а сегодня не было закона о ветеранах. Я был инициатором для того, чтобы мы приняли, потому что вот здесь сидящие ветераны, чтобы вы знали, никакого статуса нашего ветеранского движения не было. Мы приняли закон, но она тоже, знаете как, закон мы приняли, но нету подкрепления финансовых. Я хочу задать вопрос. Инвалиды войны, семьи погибших сегодня получают 80 тысяч рублей. Это справедливо? Я вас спрашиваю, молодежь. Нет, Их каждый день меньше становится. Государства, которые обязаны принять президентом, до сих пор не могут решить вопрос ветеранов и семьи погибших. Вот за что я болею все время, что я говорю. Сегодняшний день экономический. Я против был, и сейчас против по этой части Гагрида Сухум, потому что мы живем и ожалеем в сравнении с восточной частью. Когда мы туда идем, или шакалы есть, или непонятно кто, народ не остался. Мы же должны что-то делать. Когда стал вопрос аэропорта, тоже были против. Кто? И депутаты парламента тоже были против. Я не хочу поговорить, назвать, а вы были против. Были против. Вот это изучая законопроект, сегодня вы говорите, да? Мы раньше в советское время дали команду в Тбилиси, из Москвы. Сегодня никто нам не командует. Мы сами должны эти все вопросы решать. Вы говорите исполнительный власть. А кто мешает после принятия законодательства через какой-то период, когда мы видим, что что-то не так, мы должны все вместе опять собраться. Ты кто принят закон? Я вот сейчас, раз вы так начали, а теперь вы знаете, что я извиняюсь. Последнее мое слово я скажу, может вам не понравится. Я бы сегодня что сделала бы? Мы же говорим, Порчан, очень чирак, бедные, правда же? Эти люди приезжают здесь на квартирах живут. Назовите мне одного, который имеет гостиницу, кого вы приютили, кто у вас в гостинице бесплатно живет? Меня? Бесплатно всех. И вот я бы была готова. Верните, и ветераны вам спасибо скажут. Вот мое предложение. Я хочу вам напомнить, единственный в Абхазии, наверное, многие знают, да? У меня была программа... Слушайте, давайте к апартаментам, пожалуйста. Не надо здесь пояснять какие-то отношения. Это достаточно? Кто делал в Абхазии такие проекты? Везде писали. Я не хочу это говорить. У меня не полиция войны работает. Давайте отвлекаться не будем. Скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что если апартаменты будут, то пенсии у наших пенсионеров будут не 500 рублей, а выше? Вот это вы можете сказать? Нет. Пенсии? А что? А что? Послушайте, у нас есть полно отелей. Не связано. На апартамент можно? Нет, одну вещь хочу вам сказать. Вот здесь мы жители вот этого дома. Вы все покажите, как получилось, что на площадке автостоянка единственный стратегический объект, считаю так, для города, где стояли автомашины, превратилась в строительную площадку. Объясните, 17-этажное здание, или сейчас уже 11, буквой Г. Объясните, что это? Что это? Почему вы разрешили депутаты вот в городе Гагра? Вы любите этот город.
Воды в нашем доме нет. Канализации, подвалы в воде, пожалуйста. Объясните, я живу на 6-м этаже уже 3-й месяц, я должна выловить воду с 7, и то не всегда успеваю. Объясните, какие отели вы собираетесь вот здесь подписывать, разрешили строить? Это раз. Если вы Мы точно этот отель не подписывали, если к нам лишь это этому объекту продажи ни точно отношения не имеет. Если вы это было... Вы вы сегодня говорите о том, что квартира надо строить. А почему вы смотрите, что Перекопа говорит? Бачинчира, у нас сегодня 600 объектов размещения в Гагрском районе. Бачинчира 20 объектов нет, мы об этом говорим. Вы Гагрский сегодня рассуждаете об этом. 600 в Гагрском районе, а в Бачинчирском районе 20 нету Вы объектов. Гагрский объясните, почему вы не обратили внимание, что объект возрастает, вопрос Что надо сделать? Машины стоят. Хорошо, давайте, что надо сделать? Вечером вы проходите по перекопу. Несколько там лет назад, может быть 5-6 лет назад решили, документы были получены. Да, если вы говорите объект, Я не знаю, что земля, один вопрос. Земля, как она продалась, объясните, на ней ни один объект не стоял. Как она продалась? Если даже она продалась, без разницы, для города это объект необходимый. Как вы могли разрешить? Подожди, это не важно. Купили городу необходимо постоянно. Значит, на постоянно должна быть ставить. Где машины ставить? Объясните. Вы сегодня не могли. Уважаемые, вы сегодня не решили объект, не решили вопрос в городе Гагра. Вы сегодня хотите решать вопросы где-то за квартирой или еще где-то. Вы вот здесь мы этот вопрос не можем решить, я вам говорю, что нет. почему вы не можете? Вот я вам отвечу, можно? А почему вы возмущаетесь, когда это стоит? Бюджет Гагры был 350 миллионов, сейчас миллиард 200. Пожалуйста, мы половину отдаем, это по доходу налог уходит в республиканский бюджет. Все деньги у нас не остаются. Так как депрессивные районы, Кварчало, Чемчира, они депрессивные районы. И вот эти деньги, да, Юра, сюда уходят. Мы за что говорили, даже не говорили, что если Кварчали, а Чемчиры, они от нас отойдут, условно говоря, без дотационный год, все деньги, которые мы будем зарабатывать здесь, в Гагрском районе, в Гаграх будем вкладывать. Сегодня у меня на Взыбе, я на Взыбе избрался, я в Взыбске, и у меня сегодня 4 заправки на Взыбе у нас. У нас сегодня ресторан, у нас сегодня торговые центры. В Арчеле ни одной кафе нету, ни одного. Ни одного кафе нету, куда приносить воду. Я что хочу сказать? Если это незаконно, надо наказать какие-то это перепродали 1000 раз, я не знаю. Вы когда говорите о налогах, о том, что платят и все такое, объясните, завтра вам заплатят в 3 раза. Причем мы не заплатим, вашим подвалам не заплатим. Вашим подвалам нашим деньги зарабатывать для этого. Нет, это не тема. Вы здесь ничего не можете контролировать. Как вы можете контролировать? Тогда, если они завтра заедут, завтра в апартаменте, вообще что-то, нас не станут здесь. А он видит, придет людей, зачем сооружение ходите? Мы сами разбираемся. Вы посмотрите в камеру, как меняется, что не меняется. Выросла без моего.
это невозможно. Нет, слушай, вы что, сумасшедшие? Что, дайте нам это что Можно вопрос? Вот почему ты к ним вопросы не имеешь? Скажи мне, вот они есть среди нас, они гости, если собирать, они больше не дают сроков, я не против. Я что, честно так продавал, я вижу, обижание, мой очень да, ты знал, я враг народа. Сегодня пойдет, будет кто-то, если сегодня не заживет, он мой враг будет. Я хочу, чтобы моя страна развивалась. Сегодня 30 тысяч соберутся и скажут, это наша страна. Они, может, соберут нас вызывать. Они это закон рассматривали. Месяца пока вот нет, это мы запишем. Это пишется. Он в законе и будет. Они приехали, туда уже приехали. Это Мы закроем глаза на то, что мы не будет опасно. Это будет не во власти. А вы можете представить, что Сегодня пойдет на все в тот день, когда люди собрались, ваше мнение, есть еще гораздо мое, я еще должен убедиться, аргументированно, если это была другая ситуация абсолютно. Если в этом такого нет, нам много людей, которые находятся в нашей стране, они знают, что здесь не Будет, не будет. Я это знаю. Другой из этих коллег может сказать. Пожалуйста, не делайте против народа. Против народа. А здесь еще есть люди, которые меня выбрали. Я что, должен правильно, вы мне говорите, необоснованно, я должен пойти сейчас и маратон сделать. ты здесь слышал? Вы меня постойте один на один, давайте сядем, где хотите. Здесь я на любой ваш вопрос отвечу. Я не пойду по другой стороне. Я так свой вопрос не задала. Вы извините, мы не знаем. Позовите, да.